Геннадий Юшков. Сказка «Лисий мяч». Не только волк, но и лиса не прочь была полакомиться зайчатиной. Как-то долго кралась она за косым, совсем близко подошла и даже схватила зайца зубами, но косой все же сумел вывернуться. Заяц, за ним лиса, выскочили на луг, где паслись коровы. Их заметила собака, которая охраняла стадо вместе с пастухом. Заяц, он поменьше, проскочил под носом собаки, а лиса не смогла. Пес чуть за хвост ее не схватил и весь день гонял по лесу. Еле живая, прихрамывая на левую заднюю ногу, приплелась лиса к своей норе. А заяц около сидит на ягельной кочке и лукаво на нее смотрит. Устала ли Санька по дебрям бегать? Попадешься ты мне, косой, попадешься! Чуть слышно пробормотала лиса и скрылась в норе. И вспомнила она, что заяц очень любил играть дождевиками. Дождевик – это гриб с пухлой белой головкой и тоненькой коротенькой ножкой. Он на мячик похож. И вот такие мячи любил гонять по лесу заяц. Придумала лиса, как ей зайца обмануть. Однажды утром заяц спустился в росистую лощину поесть сладкие стебли дудника. Наелся и снова поднялся в светлый просторный бор, который очень любил. А там лиса играет большим дождевиком, подбрасывает над головой и ловит. «Хочешь, вместе поиграем?» – спрашивает зайца. Хочу. Становись вот сюда, я кину мяч, ты поймаешь, потом ты кинешь, я поймаю. Кто уронит, тот и проиграл. А что будет тому, кто проиграл? Да ничего не будет, испугался. Ну, давай. Принялись они играть. Сначала лиса хорошо кидала, и заяц без труда ловил белый мячик. А потом рыжая как бросит изо всей силы, заяц поймать и не сумел. От удара на землю треснул дождевик, во все стороны от него разлетелись белые крошки. «Это ты виноват, заяц, что наш мячик порвался! Такой хороший был мячик!» Ты сама плохо кинула? Нет, неплохо, я хорошо кидала. Ах, какой мячик! Нет, плохо, я так играть не хочу, сказал заяц и отошел в сторону. Ну ладно, примирилась лиса. У меня другой дождевик есть. Из еловых зарослей она принесла другой дождевик. Этот гриб был уже старый, темный и рыхлый. Нажмешь, из него как будто дым повалит. Снова стали играть. И опять лиса изо всей силы бросила гриб. Хотел заяц этот мяч поймать, и все глаза ему дымом запорошило. Закашлялся он, зачихался. Не слышит ничего и не видит. Голыми руками его бери. Так и поймала лиса зайца. Сейчас не убежишь, засмеялась рыжая. Поймала? Ну так мне и надо. Ешь скорее, а то я тебя знаю. Что ты знаешь? Спрашивает любопытная лиса. В нору утащишь меня, да там съешь. Нет, здесь. У меня уже в животе заурчало. Вот и ешь скорее. Не тащи меня в темную нору. Я там умру от страха. Вот и потащу. Обрадовалась лиса. Вот и побучаешься. И потащила зайца в нору. Сунула туда косого,
Вход мхом забила. Потом прислушалась. Ни звука. Молчит заяц. Даже чихать перестал. «Почему ты не плачешь?» — закричала лиса. «Говорил же, что темноты боишься!» Заяц молчал. «Эй, заяц!» Тишина. Любопытно стало лисе, что там заяц в норе делает. Вытащила мох и сама в нору полезла. Косой только этого и ждал. Изо всей силы сбрыкнул с задними ногами, и глаза и нос лисы забило песком. Как бы не задохнуться! Завыла лиса от боли, выскочила из норы, стала глаза прочищать. А заяц спокойно выбрался из норы и пустился на утек.